Всем привет, с вами адвокат Таир Насханов, и я специализируюсь на защите бизнеса. Сегодня я расскажу вам о рисках уголовного дела для потерпевшего бизнесмена. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой YouTube-канал. Составление заявления и обращение в правоохранительные органы никоим образом не гарантирует клиенту стопроцентный выигрыш. Ему самостоятельно придется собирать доказательства, искать свободного следователя, который не находится на дежурстве и может понимать, что от него хотят. В последнее время из-за дефицита кадров найти грамотного следователя еще та задача. Да, конечно, существуют установленные сроки досудебного расследования в УПК, но уголовное дело может затянуться на долгие годы, и желаемого результата потерпевший не добьется. В таком случае виноватым окажется, конечно же, адвокат. Поэтому бизнес-проект под названием «Уголовное дело» для потерпевшего по экономике всегда остается своего рода предпринимательским риском. И финал его заранее предсказать не представляется возможным. Но если бизнесмен все же принял окончательное решение войти в воду неустойчивую реки уголовного судопроизводства, ни он, ни его адвокат не должны самоустраниться и ждать, когда-нибудь их вызовет следователь для допросов, очных ставок, ознакомления с экспертизами и материалами уголовного дела. Не исключено, что эти прекрасные и счастливые дни никогда не наступят. Им придется самим не только сделать первый шаг, но и полностью пройти весь путь и завершить начатое. С вами был адвокат Таир Насханов, и я специализируюсь на защите бизнеса. Если есть вопросы по теме ролика или защиты бизнеса, пишите в комментариях, а я постараюсь ответить на них. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой YouTube-канал.